По итогам 2024 года было выявлено 2059 аппаратов по добыче майнинга криптовалют. В текущем году изъято 93 аппарата. Все они помещены на складах хранения. По словам исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, в целом результаты есть, но данные показывают, что майнинг имеет место быть. По последним данным, потребление электроэнергии в сутки снизилось с 10 миллионов киловатт-часов до 5,5 киловатт. В основном это связано с потеплением. Джансух Нанба также сообщил, что министерство разработало законопроект, предусматривающий уничтожение изъятого майнинг-оборудования. Если коротко, суть этого изменения заключается в следующем. На протяжении всей работы по борьбе с майнингом надзорные органы сталкивались с проблемой уничтожения. Санкция статьи предполагает конфискацию, но возникала проблема уничтожения, в связи с чем связано накопление этих машинок на соответствующем складе. Наша инициатива полностью решает, законодательная инициатива полностью решит эту проблему. У соответствующих уполномоченных органов появится возможность при решении суда о конфискации соответствующего оборудования, которое использовалось для производства и добычи криптовалюты, уничтожать в установленном порядке. Общий объем собираемости за электроэнергию в 2024 году составил 48,4%. В первые месяцы текущего года собираемость за потребленную электроэнергию составила всего 26,6%. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба особо подчеркнул, что борьба должна вестись не только с майнингом, но и с недобросовестными потребителями, которые незаконно подключаются к электросетям. Он призвал соответствующие службы усилить работу в этом направлении. Я очень прошу обратить внимание на то, что необходимо, будем говорить мягко, более тщательно этим заниматься, более тщательно. Так не должно происходить. Бадра Зурабович поставил конкретные задачи по борьбе с этим явлением. Как явление, наверное, сейчас это в принципе еще какое-то время не исчезнет, но к этому надо стремиться. Мы наносим сами себе и своему государству в этом смысле огромный ущерб. Мы все прекрасно знаем цену за 1 киловатт, когда мы ее приобретаем у наших коллег в Российской Федерации. Но неужели этого стоит? Вот сейчас гуманитарный переток шел, он тоже цену имеет. Но для нашего сознания, наверное, мы все понимаем, что он гуманитарный, он бесплатный. Но он же не бесплатный. По данным МВД, в текущем году их сотрудниками изъято 93 аппарата. Заместитель председателя таможенного комитета Зураб Ашуба сообщил, что таможенными органами в прошлом году было изъято 262 аппарата для майнинга, а за последние 2 недели 6 единиц. Усиливаем позиции как на самом таможенном переходе, так и по посттаможенному контролю. Основная львиная часть изъята – это посттаможенный контроль. Потому что прибегают с разными исключениями, разбирают на мелкие части, дробят и на месте фактически. В настоящее время по всей стране установлено более 28 тысяч приборов учета. В 2025 году работа в этом направлении будет продолжена. Сотрудники Черноморэнерго на совещании предложили свои методы по борьбе с незаконным подключением к электросетям и майнинга криптовалют. Члены штаба согласились с предложениями. Также исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба предложил создание биллинговой системы учета. Всеми необходимыми ресурсами, в том числе и финансовыми, решение данного вопроса обеспечено. Необходимое оборудование техническое закуплено, то есть приобретены соответствующие приборы для хранения информации, соответствующие системы, связывающие приборы учета с биллингом. То есть достаточно большая работа проведена. Теперь осталось только завершить ее и принять ее, так скажем, в работу. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба особо отметил, что если ситуация с собираемостью за электроэнергию и незаконным подключением к электросетям не изменится, то страна может оказаться на пороге энергетического коллапса, как это было в декабре прошлого года. Владимир Делба призвал к ужесточению мер по борьбе с незаконным майнингом. Сейчас большая беда – это потребление электроэнергии. Мы же с вами прекрасно понимаем, социально-экономическое развитие нашей страны, оно в том числе
состоит из многих компонентов, и в том числе состоит из электроэнергии. Но ее, если не будет или не хватает, ну как мы будем развиваться? В завершении заседания штаба по энергетической безопасности были даны соответствующие поручения службам и ведомствам. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.